Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу префектуру Ишикава. Префектура Ишикава находится в регионе Чубу. Мы сейчас в административном центре префектуры в городе Канадзава. Средненький по размерам город, население даже меньше 500 000 человек. Но вокзал у города солидный. Посмотрите, я вообще сначала подумал, что это какой-то стадион. Архитектура, масштабы впечатляют. Особенно вот там не видно ворота. Видите, не видите? Ну, сейчас подойдем поближе, покажу. Можно подумать, что это отсылка к синтоистским воротам. Но вокзал не храм, да непонятно, каким боком тут плетенка. Называются ворота Цудзумимон. Ворота Цудзуми. А Цудзуми означает национальные японские барабаны. Ну, теперь понятно, к чему такая форма. Кстати, плетенка просматривается и в металлических конструкциях самого вокзала. Не знаю, может, денег не хватило или еще какая-то причина, но с обратной стороны вокзала не такая красота, там обычная бетонная коробка. Канадзава считается маленьким Киото. Не просто так, здесь несколько старых районов. И если в западном чайном квартале в принципе всего одна улица, она такая небольшая, то в восточном чайном квартале можно сполна насладиться старой Японией. Также неподалеку есть еще один старый район, называется Казуэмачи. Он находится вдоль реки. Но меня он впечатлил своими очень узкими улочками. В Канадзаве есть свой замок. Ну как замок? Историческая реконструкция. Настоящий канадзавский замок был построен в конце 16 века и полностью сожжен в конце 19 века. Но главной достопримечательностью города, наверное, нужно считать не замок, а расположенный напротив него традиционный японский сад Кенрокуэн. Это один из 3 знаменитых парков Японии. Название означает «сад 6 достоинств», а именно просторный, позволяющий побыть в уединении, искусно обустроенный, соответствующий духу старины, предлагающий полюбоваться красивыми панорамами и позволяющий насладиться водными потоками. В тот день, к сожалению, был коронавирус, и мы погулять не смогли. Но ничего, будет повод вернуться. С помощью супер-пупер монтажа мы переносимся в национальный парк Хакусан. Тут находится одноименная гора высотой 2702 метра. И наряду с Фудзиямой и Татеямой она входит в тройку священных гор Японии. Гора Хаку или Хакусан
Это потенциально активный стратовулкан. У его подножия протекает вот эта речушка Тедори, а раньше она называлась Ишикава, то есть каменная река. В честь нее и названа вся префектура. Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма. Ладно, если вы ничего не поняли, значит не прошли тест на возраст. Чтобы детям было немного веселее, заехали в парк кроликов. На удивление, он вообще работает в коронавирус, да еще и бесплатный. Здесь, ну так, немало кроликов действительно. Можно их погладить. В определенное время можно взять даже на руки и можно покормить. А вот покормить надо денежку заплатить.あ、後ろ。来た来た。はい、どうぞ。そう。より怖くない。そう、そういうことやね。怖くない。怖くないってほら。次。Ну, парк, в принципе, в первую очередь для детей, конечно. Но японцы, они же как дети, так что им тоже нормально. А вот мне, пацану серьезно, уже не терпится поехать на море. Напоследок решили искупаться. Ну, в смысле, не только сегодня, а вообще в этом году. Я думаю, шанса уже не будет. Сегодня какое? Ну, середина сентября. Да и вообще-то лето выдалось таким дождливым. Мы всего 2-3 раза покупались. Так что пользуемся моментом. Тем более, посмотрите, какая красота. Выезжали мы сегодня прям в дождь. Все небо было черное, а сейчас специально для нас приоткрыли хорошую погоду, поэтому надо бежать купаться. Тем более, видите, люди некоторые, вон там вот 3 человека, это мои, по-моему, уже купаются. Побежал!
Фу. Ну, водичка такая. Не теплая. Ну, в принципе, неудивительно. Тут 2 недели шли дожди. Сегодня первый такой прям жаркий день. Вот мы сегодня с вами покатались по южной части префектуры Ишикава. Есть еще места, которые я хочу посетить в этой префектуре, поэтому еще вернемся. Ну а пока.